Ассаламу алейкум. Продолжение копа на нашем угодье предыдущего видео, то что я делал. Только приехали, 5 минут где-то будет, да? И у меня был сразу сигнальчик. И сейчас. О. Монетка была, да всплыла, вот. Монетка. Что это было, как это было, необъяснимо, потому что не видно. Сигнальчик был очень такой хороший, сигнал был, явно монетный, но я не надеялся, что такая маленькая монета будет. Думал, что-то покрупнее. Но главное есть. Едем далее, смотрим. Так, комрады. Новая находочка. Наперсточек. Так, для дамских пальчиков. Где он? Бабушки бы оторвали все это. Нужное дело для них, видать. Жалко тоже. Не жалко, но, наверное, все помнят. Я находил наперсточек серебряный. Ну, отдал я хозяину поля. Вот. А такие медные так попадаются, но серебряный был первый раз. Вот. Его-то я отдал. Что-то сигнал идут, но монет пока нету. Одна есть, да и только. Но не отчаиваемся. Есть где копать, так что результат будет, я думаю, скорее всего. Сейчас пройдемся вот до конца этого поля и на другое поле соскочим. Вот. Такой план на сегодня. Окей. До находочки новой. О, вот тут вот я наперсточек был. Перешел сюда. Тут у меня монетка была. Вот она. Ту-ду-ду. А, пардон. Это не монетка, это пуговица. К сожалению. День рождения только раз в году. И тут облом ужасный. Черный ворон нас клюнул. Понтануться хотел. Не получилось. Ой. Пойдет. Берем. Так. И не говорите, что вы не видели то, что мне выпала монетка. А она мне действительно выпала. Это уже не пуговица, это уже монетка. Была. Что-то все мне попадается убитое. Ничего тут не видно на ней. Вроде бы. Да и металл уже убитый, он видно. Да. Едем, смотрим. Найдем. Где-то есть тут этот клад. Так. Вот оно. Монетосик, как говорят некоторые копатели. Так, это даже не монетосик, а как бы сказать, bon commerce. Это как бы заменитель, как бы жетончик, можно сказать, да? Вот 50 сантимов заменяющий. Случайно не золотой, интересно? Нет, конечно. Так. Дата 1928 год. Для получения еды, видать. Ну да. Что-то из области товароведения. А что? Сохран, как мы видим, отличный.
впечатляющий. Может покопаться, может и золото, а? Продам по дешевке. Там кто-то говорил, поделиться надо будет. Ну вот поделимся, да. Продадим и поделимся. А потом скинемся, мне новый аппарат купим. Deus, например. Кто согласен, пишите. Скину реквизиты. Ха-ха-ха. Как было смешно и печально. Продолжаем. Новый наперсточек. Даже копать не пришлось. Наверху лежал. Убитый. Покоцанный. Вот. Вот не пойму, почему вот сверху он открытый такой. Обычно я видел их постоянно, вот для пальца закрытые, чтобы такие были. Ну что, берем. Чего делать, раз больше ничего нет. Рады. С этого поля я перехожу на другое и походу хочу ответить на задаваемые вопросы про коп именно во Франции. Так, интересуются, где можно купить аппарат. Какой лучше купить, в Алиэкспресс или на месте. Я с Алиэкспресс, правда, не покупал китайский и не советую, потому что на форумах, если посмотрите сами, то однозначно негативные отзывы. Аппарат замыкает, пропускает сигналы. Вот такая белиберда. Второе. Нужно ли разрешение во Франции от государства? От государства ничего не нужно. Например, вот оно поле, да? Вот мы копаем на этом поле. Вам нужно разрешение хозяина. Еще такой момент. Например, вы на этом поле нашли клад. И у вас нету договора с хозяином на бумаге. О том, что хозяин вам разрешил, вы копаете. Короче, хозяин может просто-напросто вас отшить от клада. Не поделиться с вами. Оно не каждому объяснишь это, да и не нужно, я думаю, вот этими бумаги подписывать, вот это всем этим заниматься. Если с разрешения идешь на поле, копаешь, без проблем. А соседи интересуются у вас, кто вам разрешил туда-сюда, хозяин разрешил, все. Вопрос окончательный, обжалованию не подлежит. Есть такие моменты тоже. Если, например, зашли на поле археологическое, нашли клад, то это вам штраф. Короче, дело подсудное. В тюрьму, конечно, не посадят, но штраф будет, и немалый будет. На археологических землях копать категорически запрещено. Я знал, не знал, там вариантов нету. Штраф однозначно. Также запрещено во Франции копать на земле, где происходили боевые действия. Нельзя копать, нельзя искать. Если случайно нашел, это уже ты обращаешься. Есть какая-то, забыл номер, есть такая служба специальная, которая решает этот вопрос. А так, не на всех полях, правда, или лесах я могу найти хозяина, так что я, бывает, заскакиваю, ищу, ухожу. Где невозможно спросить разрешение, где леса бывают большие, есть маленькие, на окраинах, по-разному. А так вот, как сегодняшнее поле, мы
Попросили разрешение, так, устное, и покопали. Так, провели время. Камрад сидит, уже закончил, и мы переходим на следующее поле. Если у кого есть какие вопросы, отвечу. Продолжаем. На новом поле мы тут ходим, бродим, сигналов нету. Уже устал, но был у меня тут сигнальчик все-таки. Вот он. Сейчас будем смотреть. Оп. Монетосик называлась эта штучка когда-то, скорее всего. Так. Лично я не могу ничего разобрать. Что тут? Ну и не важно. Продолжаем. Первая монетка на вот этом вот поле. Тоже поле не маленькое, но уже сигналы такие левые. Мусор, железки. Как-то надо будет закончить. Вон автомобили лежат грудой. Кому надо, берем. Согласовано. Окей, едем, смотрим. Опять-таки мой комрад сидит. И я вот тоже нашел снова что-то. Сейчас будем смотреть. Что так? Опа-на. Монетка! Камрад! Бонита! Почти. Аджал? Валя. Архую Матсон. Энтом хак мегердатсон. Юмек айлайтен. Надо, чтобы высохло. Вот так. Макастан. Сонам тагастан. Ну, в мяте. evet. Sayıl 4 tane. Sen de gönder işte. Да, айник, да. Вот такая монетка. Сейчас высохнет, потом видно будет, что такое. Сейчас пока не можем разобрать. Продолжаем. Рада, вот. По-моему, вот ямочка. Вот она, где я монетку только что находил. Отсюда где-то я ее вытащил. Але. И вот сразу от нее вторая. Ну, что-то поменьше. За что-то и почему-то. Едем. А он уходит. Вот нам бы сейчас зерно посеяли бы, да? Едем далее, смотрим. Так, камрады, был у меня сигнальчик. Вот в этом комке. Сейчас будем смотреть. Может, монетка? Так. Сейчас. А может, нет. А нет. Это не монетка. А это какая-то железка. Какая-то железка. Да с какими-то рисуночками. Так. Не буду натирать. Так. Потом видно будет сейчас. Как высохнет, покажу. Вот такая железка выпала. Думал, монетка. Едем далее. Так. Выпала мне вот такая вот штучка. Застежка. Может, канина, может. Ну, от ремешка какого-то. Может, от солдатского ремня, кто его знает. А вот с этой вот ямки достал. Еле нашел. Вот наше поле золотое. Вот оно так продолжается. Протяженности.
Все, едем, смотрим. Так, комрады, наш клуб завершился. Закончили мы все тут. И собираем манатки. Donc, сейчас покажу вам, что за находки извлекли мы из земли на этом поле. Так, вот это вот все, что было нормальное. Вот и это все такое околица. Так, вот она монетка. Скажу вам, она убитая. Монетка убитая, да. 3, 4, 5 монеток. Пуговица. Так, 3 наперсточка. Один сплющенный такой, вчерашний. Вот. А ему монт. Это золото нашел какое-то. Наперсточек. Пульки. Нормальная наперсточка. Бон и та. Блин, сумка тайгрун, да, моя сумка. Это железка, вот она. Вот у тебя еще монетка есть, оказывается, а? Что я не ел, что есть. 1 грамм монетка. Так. Еще монетка, Рен. Одна монета. Короче, вот такой коп на это поле. Мы больше возвращаться не будем. Все, здесь завершилось. Это поле нам уже не нужно. Так сказать, уходим мы на другие места. Так, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, как обычно говорят. Ну и пожелайте нам удачи. Ассаламу алейкум. До следующих видео.